Мечтаете попасть на телевидение или стать известным блогером? Все в ваших руках. Ребята из лицея номер 46 создали настоящую съемочную студию прямо в школе. Гора новостей отправилась на открытие медиацентра. Здесь все серьезно. Красная лента, закрытый кабинет, почетные гости. Баннер на стене выдает меня, поэтому придется раскрывать карты. На протяжении целого года я вместе с Советом старшеклассников лицея участвовала в конкурсе на инициативное бюджетирование. Наш проект «Школьный медиацентр» победил, и мы получили 500 тысяч рублей на реализацию идеи. Конечно, без помощи взрослых не обошлось. Они пришли пожелать нам творческих успехов. Дания, расскажи про работу радио. Наша работа заключается в том, чтобы записывать радиорепортажи, эфиры. Мы распределяем роли, пишем сценарии. Также мы выходим пока что раз в неделю, но в дальнейшем мы будем выходить намного чаще. Для нас это в новинку, и это опыт, так как в лицее до этого времени не было такого, и все были удивлены, что запустилось радио. Внутри все оборудовано на высшем уровне. Хромакей, камера, звукозаписывающие приборы, мощный компьютер для монтажа. А ведь когда-то помещение выглядело совершенно по-другому. Максим, ты инженер монтажа. Расскажи про сложности своей работы. Как таковых сложностей не возникает, только в освоении программы для видеомонтажа, потому что они все разные, управление и функционал в них тоже разный. Также всякие прибамбазы, штучки для монтажа тоже разные. Нету такой определенной любимой программы, конечно, но я сейчас монтирую в Movavi. Довольно удобная программа, в ней довольно даже неплохо монтировать. Мы сами составили смету, нашли нужное оборудование и разработали модель нового кабинета. Я, как председатель Совета старшеклассников, провожу гостям экскурсию по медиацентру, а первые участники отчитываются о проделанной работе. Как думаешь, для чего нужен медиацентр в школе? Во-первых, это события, которые происходят в нашей школе, новости мы распространяем для всех учеников, потому что многие не знают, что происходит. Также работа Совета старшеклассников, ни учителя, ни ученики не догадываются об этом. И, во-вторых, это развитие навыков. Я дальше, например, иду по журналистской карьере, я собираюсь идти в журфак, и для меня это опыт и большая работа в команде. Помимо радио запускается специальный телеграм-канал, в котором ребята будут снимать рубрики о жизни в школе. Чтобы попасть в команду медиацентра, школьникам предстоит пройти серьезный кастинг. Так что у нас всех теперь очень много работы. Не удивляйтесь, если мои сюжеты для горы новостей будут выходить реже. Любые мечты могут стать реальностью. Юные медийщики доказали это. Однако за их успехом стоит очень много усилий и большая работа. Берите на заметку. Алина Тагирова, Нурислам Хариев специально для горы новостей.